Паромная переправа в Якутии – вопрос своеобразный. Через реку Лена несколько десятков лет – это единственный способ сообщения с центром. Не вдаваясь в подробности, насколько масштабна и стратегически важна водная артерия для завоза жизнеобеспечивающих грузов и так далее, сегодня мы говорим о переправе на участке Якутск-Нижний Бестях. Сейчас мы находимся на паромной переправе в местности Даркыла города Якутска. Сегодня среда, несмотря на то, что будничный день, желающих переправиться на тот берег до Нижнего Бестяха очень много. Мы видим, что машины стоят прямо в ряд уже в очереди. Их очень много, от грузовых до легковых машин. Вереница очереди из машин продлевается прямо аж до самой дороги. Ограниченность сезонностью паромной переправы сказывается на грузо- и пассажиропоток. До конца курсирования паромов остается совсем немного времени. Уверенно и бесповоротно наступает так называемая распутица, главная проблема. С наступлением первых заморозков эта тема становится наиболее актуальной и поэтому более острой практически для всех якутян. В период ледостава движение между правым и левым берегом основной и главной преграды республики остановится. В короткий период навигации, когда автомобильный транспорт упирается в крупную водную преграду, выбирать не приходится, альтернативы нет. Чтобы хоть чуток продлить транспортное сообщение, паромы даже в Шугу с ледоколом ходят до поздних чисел ноября. Как поведет себя погода в этом году, покажет время. А пока мы можем беспрепятственно переправиться на тот берег. Сегодня наш маршрут Якутск-Нижний Бестях. Поехали! Больной вопрос переправы таковой еще и потому, что зачастую с большим потоком транспорта многие годы малое количество единиц речных судов справиться попросту не могли. Из года в год здесь повторялись то драки, то возникали и происходили аварийные ситуации. УАЗика того пропустить надо, а то сейчас перевернется же нас. Да, ноги надо. В последние годы ситуация начала стабилизироваться, однако и сегодня нерадивых водителей хватает. Так называемое чувство толпы и инстинктивное «не хочу быть последним» сводит на нет культурное «только после вас». Вот сейчас видим, да, аварийная ситуация, он задел зеркало джипа. Несмотря на всю панику и столпотворение, все, кто стоял в очереди, без особых проблем уместились на борту судна. Единственный и безальтернативный способ переправы по великой реке Лена – это паром в короткий навигационный период. Сейчас, когда время наступает распутицы, когда наступили первые заморозки, проблема переправы встает очень остро. Сейчас мы находимся на борту парома номер 8 судоходной компании «Якутск», которая доставит нас с Якутска до поселка Нижний Бестях. После отплытия, когда на судне все машины в ровный ряд, тишь да гладь. Для многих это просто средство передвижения. Цель у всех одна – переправиться на другой берег. Однако мало кто задается вопросом, а кто и как управляет самим паромом. А мы задались и пробрались в рубку капитана. РТ подтверждает 865. Какие здесь правила движения? Вот если я, допустим, сяду сейчас за штурвал, что мне предстоит сделать? Вот надо вперед смотреть. Так, вперед Самое. смотрю. Вот на мачту смотрите и смотрите, как она по берегу. Вот белый знак – это наш знак, это мы примерно на него должны ехать. Да? Да. Это ручное управление, аварийное, скажем так. А, вы его не используете? Нет, его тяжело им рулить, приходится обороты сбавлять. Вода черная, видите, это там мелко. Это мелко, мы Да, должны мелко. обойти. Мы должны вот так вот пройти, там выше белый буй стоит. Уже, наверное, по наитию, да, знаете, как? Не, ну это как шофер ездит по одной дороге, он каждую ямку знает на ней. Ну вот в районе Якутска тут река русло меняет один раз примерно вот за 8 лет. Кардинально так это. Ну, судовой ход бывает здесь, а потом здесь. Вот так вот. Паром 9, СП, левый борт. Паром 9, подтверждаю, левый. Теперь объясняйте. Ну, чтобы не столкнуться, чтобы каждый знал, куда ехать. Договариваешься по рации предварительно. Ну, тут, в принципе, широко, да, место есть. Да, здесь широко. Такое живое сейчас движение на реке, это все-таки такая отдельная жизнь, да? Совершенно другой механизм. Ну вот что заставляет человека идти на это? Ну, трудно сказать. Любовь, наверное, к своей профессии. Тем, кому это не нравится, они тут не задерживаются.
Но на реке скучно не бывает, потому что пейзаж меняется все время. Это где-то на стуле сидеть целый день в рабочий скучно может стать. Всю жизнь на реке, можно сказать, второй дом. На ракете работал, 221-я. Теплоход ОТ-21-29, большой такой. Ну, после окончания Красноярского речного училища 1971 года. В день 4 рейса круговых получается. Не надоедает, всегда курсировать? Ну, иногда бывает, что поднадоедает, когда погода плохая, там ветер дует или что-нибудь такое. Сегодня с каким настроением пришли? Ну, сегодня день хороший такой, отлично. Ни дождя, ни снега, ни ветра. Одно удовольствие работать. Что вы сейчас делаете? Добавляя оборотов, скорость увеличивает, скажем так. Ну, вот локатор мы получили новый, эхолот новый. GPS-ка у нас вот стоит. Вот это у нас это ГЛОНАСС. Ну, вот, типа это прибавилось, электроники. За день мы 1,5 тонны расходуем за 4 рейса. Как вас жизнь сюда завела? На Качковскую сюда вверх устроился, пока дети маленькие были. Там 3 года проработал, а потом сюда приехал. Потому что я, да, флотский. Окончал это, мне нравилось это. Ну вот я приехал сюда, в речной порт сразу. И все остальное время, с 1978 года здесь, в речном порту. Но работа мне нравится, романтика свою роль играет. Даже зачастую так бывает, что дети по стопам родителей идут. Они тут жили со мной на пароходе первое время. Им по 3 года было, когда мы с Качуга привез сюда, и своего жилья не было. У меня в иллюминаторы игрушки выбрасывали, и все, что можно. Один со мной, а один сам. Замечательную династию Стюфов продолжают оба сына Александра Тойвовича. Юрий в одном судне, в одной команде. Глядя на отца, как бы это, с детства с ним катались на пароходах, и понравилось все. И из-за этого и решили. У меня и старший брат тоже также работает на пароходе. Ну и вместе отучились, и вместе пошли дальше работать. Ну, на пароходе он не как отец идет, а как капитан. И он по жизни всегда направляет, у него опыта больше, чем у меня. И он лучше знает, что как сделать. Поэтому к его советам или упрекам только всегда прислушиваюсь. Все-таки на речке лучше работать, чем где-то в душном городе, в офисе сидеть. Тут всегда воздух свежий, чистенько, аккуратненько. Поэтому не было такого, не жалел. Что для вас река? Душа. Как-то не знаю. Все. Я уже душой прикипел просто к реке и уже не знаю, не понимая свое существование без нее. У Шибко таких казусов не было, которые бы так сильно запечатлелись. Ну, был один момент, когда у УАЗика тормоза отказали, и он в воду улетел. А такого больше, чтобы сильно такого запоминающего ничего не было. Все как бы обыденно, все в рабочем состоянии идет потихонечку. Ну, в принципе, так-то я бы не сказал, что много нерадивых. Нормальные водители. Они обычно только на заезд, когда заезжают, толкаются, а так-то все спокойные, все нормально. Народ как-то поспокойнее стал. Шибко уже сильно не толкается, в основном в очередь встают, как-то уже пытаются. Ну и такого большого наплыва машин не то, чтобы можно было толкаться. Поэтому как бы сейчас более-менее спокойно стало. Нам стало мало капитанской рубки, и мы решили осмотреться. Внутри судна, которое на ходу вот уже более 40 лет, все удобства и оборудование. А сейчас мы прошли в кают-компанию, как называют здесь столовую и кухню одновременно. Здесь все оборудовано как надо. Есть вода холодная и горячая тоже есть. Есть даже фильтр для воды, который тоже в рабочем состоянии. Здесь же готовится еда. Сейчас мы видим, что здесь готовят мясо. И запах здесь стоит просто обалденный. Все, что необходимо хозяйке, здесь есть. Здесь можно полностью развернуться, приготовить все, что угодно. Здесь можно посидеть, душевно пообщаться, поиграть в карты в свободное время. Здесь телевизор, музыкальный центр, радио. Так что здесь не скучно. А вот так выглядит полдник наших речников. Тех, кто обслуживает паром номер 8.
судоходной компании «Якутск». Меня угостили любезно горячим чаем с молоком. Мы сейчас попробуем пирожки и словленные в Нижнем Бестяхе караси. Время на ходу уже час, скоро причал в Бестяхе. Водители потихоньку начинают готовиться к выезду. Вот мы приехали, мы стали. Я вот даже мне уже 7-й десяток, я вот езжу. Я стала, приехала в очередь. Не только я, многие стоят сейчас уже по очереди. Но есть такие обезбашенные. Потом вот такие аварии, вот это все. А сами паромы очень хорошо ходят. У нас все нормально, без проблем. Ну, иногда вот в очереди стоим, такие проблемы. Иногда паромы не бывает. Я приехала, передо мной было 7 машин, а оказалось 20 машин, потому что сбоку все. И вот порядка нету. А так вот паромы вообще-то хорошо ходят. Так-то, в принципе, такого нет. Наоборот, лучше стало, большие паромы, удобно. А люди сами создают вот это вот все. Время сейчас 7:30, мы прибыли на причал поселка Нижний Бестях. Сейчас наблюдаем, как машины выезжают. Наше путешествие сейчас на данном этапе завершено. Мы с Якутска до Нижнего Бестяха преодолели 18 километров за 1,5 часа. Пока паромы курсируют по расписанию. Однако от погодных условий зависит, насколько быстро начнется ледостав, и частота рейсов сократится в разы. И снова распутится, и снова зима. Туяр Харитонова, Николай Необутов, ЕСА, Якутск, Нижний Бестях.